Привет, меня зовут Янис. В последнее время я чувствую, что я сильно не в форме, особенно с новой сидячей работой и постоянным нездоровым питанием и образом жизни. Решил сделать эксперимент. Что случится, если резко и сильно изменить свой стиль жизни? На 1 месяц я полностью откажусь от быстрого и другого нездорового питания и алкоголя. Каждый день я должен выполнять простые спортивные упражнения в конкретном количестве, несмотря на самочувствие, настроение, время и погоду. Присоединитесь ко мне в эксперименте, в котором я пропущу себя через мясорубку, в хорошем смысле. Это 30 дней до секси. Значит, зачем я этим занялся? В принципе, я довольно долго уже чувствую, я не чувствую, что я толстый, я не считаю себя толстым человеком, но я чувствую, что я не в форме, и немножко все-таки можно бы себя, так сказать, пошлифовать. И я частенько делаю вещи чисто по ощущениям, так сказать, if I feel like it, то есть если я так чувствую себя, тогда я такие вещи и делаю. И сейчас я чувствую, что мне надо себя немножко, так сказать, пошлифовать, привести себя в порядок. Как я питаюсь сейчас? Не скрываю, что я очень люблю покушать. Как у меня на канале уже и видно, то я очень люблю готовить, и я готовлю очень разные вкусные блюда. И часто я питаюсь очень, так сказать, нездоровым питанием. Обычно завтрак у меня начинается с какой-нибудь булочки, что-нибудь сладкое, какой-нибудь там тортик частенько я беру, или бутерброды, или что-нибудь жареное. На обед я также люблю что-нибудь жареное, что-нибудь такое серьезное. Частенько это жареная картошка, котлеты, мясо. Обычно приготовлено очень нездоровым способом, то есть в масле. На работе возможности разогревать еду у меня частенько нету, и поэтому, да, там я с собой ношу термос с супом, но обычно с этим супом я еще хомячу и бутерброды. Вот, кстати, бутербродов я ем очень много, и бутерброды я могу делать часто и помимо простого блюда, то есть обычное блюдо плюс бутерброды, или за день я могу и просто проголодаться, и как для перекуса тоже взять бутерброд. И пельмени. Пельмени я тоже могу на любой прием пищи себе приготовить. На ужин тоже я частенько что-нибудь жареное, что-нибудь серьезное. Здесь тоже обычно фигурирует картошка, макароны, котлеты, также опять пельмени. И, естественно, что-нибудь сладкое. То есть вот на ночь поесть это прямо самое то, так сказать. Чего в моем рационе точно не хватает, это, скажем, чего-нибудь зеленого. То есть именно салатики, вот такие вещи, более зеленые. И что я очень тоже часто и слишком много употребляю, это вредное питание, как гамбургеры, там, пицца, шаурма, вот такие вещи. То есть в основном фастфуд. Фастфуда я тоже употребляю очень много, и его тоже надо заменить на более здоровое питание. На что я буду менять свое питание? То есть я не буду, естественно, полностью отказываться от еды. Я любой прием пищи сделаю количеством просто меньше. Но также я буду употреблять сильно меньше жареных вещей. Я буду готовить вещи вареные, на пару, свежими тоже употреблять, естественно. Я буду есть больше кашу, буду стараться делать супы, салаты обязательно. То есть больше овощей и меньше всякого жареного, так сказать. Мясо в рационе, я считаю, очень важно. И мясо тоже можно приготовить и более здоровым способом. У меня урчит живот. Что мне обязательно еще надо поправить, это употребление жидкости. И здесь я именно имею в виду воду,
воду и чай, вот такие вещи. То есть я употребляю очень много сладких напитков, лимонады. Я очень люблю тархун. Тархун это просто офигенное, просто супер. Но да, я пью очень много сладких напитков. И если кофе у меня, такие вещи тоже они обычно у меня, да, или с медом, или с сахаром. Сахара надо обязательно, да, меньше. И постараться попить больше именно просто воду. И чай, вот такие вещи. Еще обязательно надо уменьшить количество алкоголя, поскольку особенно, до рабочего дня я стараюсь, конечно, алкоголь не употреблять совсем, но когда выходные, тогда, да, бывает. Я не скажу, что я злоупотребляю алкоголем, но, то есть я никогда не теряю свою голову, глупости не делаю, но алкоголя употребляю я относительно много. И хотя бы месяц я постараюсь вообще его не употреблять. Посмотрим, что с этого получится. Я сделаю конкретное количество упражнений и посмотрю, сколько я просто максимально одновременно смогу, так сказать, выжить. Это будет планка, это будут приседания, отжимания, пресс и пробежка. Это простые упражнения, которые я смогу выполнять, в принципе, в любом месте, где я нахожусь. Поскольку я частенько ночую не дома из-за работы, чтобы я эти упражнения мог делать везде. Вот. Что ж, и начнем мы с планки. И погнали! И я уже чувствую, что тяжело. На 5-й секунде. Фу, 30 секунд. И потом женщины говорят, что 1 минута – это недолго. Они никогда не делали планку. Фу. Окей. Ой, слегка тяжко, но выполнимо. Вполне выполнимо. Жесть. Окей. Опять же, чисто столько, сколько сейчас смогу. Окей. Я не думал, что это будет так тяжело. Я не могу встать. Я это буду делать каждый день? Я не буду просто делать эти упражнения 1 раз в день. 1 раз будет слишком мало. Я дам возможность Вселенной решить за нас. Я, конечно, надеюсь, 6 здесь сейчас не выпадет, потому что, будем реалистами, 6 раз в день это будет, слишком много осилить, по крайней мере, в первое время. И у меня просто не будет времени на это, особенно в рабочее время. Вот, давайте посмотрим, что у нас здесь выпадет. И... Окей. Хотя, в принципе... Что ж, ладно. Наше упражнение пер 4. За исключением бега, конечно. Давайте попробуем. Раз в сутки, столько-то раз я должен эти упражнения сделать. Да, все справимся, все будет нормально. Так, и сейчас, значит, у нас последний день перед экспериментом. Мы взвешиваемся. Сейчас мы узнаем, сколько мы весим.
И мы весим 97,5 килограмм. Что ж, посмотрим, сколько мы будем весить через 30 дней. Я не ожидаю, конечно, что будет прямо очень-очень сильный такой результат, чтобы я очень много похудел. Я думаю, больше будет визуально. Больше будет визуально, поскольку у меня, да, скорее всего, мышцы какие-нибудь появятся, и, скорее всего, как-то живот будет, да, меньше видно. Но скоро узнаем. Частенько на работе я люблю тоже, ну, поскольку у меня сидячая работа, я сижу на одном месте очень много, и там я тоже очень люблю похомячить чего-нибудь сладкого, чего-нибудь такого вкусненького. То есть это, да, конфеты, булочки, вот такие вещи. Их, естественно, я тоже заменю на... Ну, поскольку я вижу, что это просто уже как привычка, что-нибудь вот такое там кушать, ну, ты сидишь на одном месте, ты просто ищешь себе занятия. И чтобы заменить это дело на что-то полезное, то у меня будет вот... у меня будет для тренировки рук вот, вот такая, как такие спортивные щипцы, так сказать. Не знаю, как их назвать. Так, ну что ж, эксперимент начинается 1 мая 2023 года, и эксперимент закончится 30-31 мая, где 31 мая мы подведем итоги, посмотрим, что у нас изменилось, изменения самочувствий, изменения в весе, выдержу ли я, время покажет. На самом деле это самый большой эксперимент для меня самого. Я никогда в жизни раньше подобного ничего не делал, не ставил себя в такие условия и настолько резко. Посмотрим, что с этого получится. Блин, я уже сожалею и представляю, насколько мне будет тяжело. Но я чувствую, что хочу это сделать. И посмотрим, что с этого получится. Подписывайтесь, ставьте лайк, бейте в колокольчик, чтобы получать новые видео. Это канал Plain Wonders.